Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия крупной аварии на улице Краснококшайская. Отсюда двигался вот на этой машине, а тот на красный свет летел. Пострадали 3 человека. На проспекте Ибрагимова 13-летний подросток попал под колеса. Ушиб руки, ноги. Кто в этом виноват? И расскажем, что сотрудник турагентства призналась в неправильном ведении бизнеса. Где-то в течение 2 месяцев подсудимая просто водила за нос. Как подсудимая хочет возместить 6 миллионов обманутым туристам. Крупная авария произошла минувшим вечером на пересечении улиц Боруди и Краснококшайской. Там столкнулись «Лада» 14-й модели и «Тойота Камри». Последнюю после столкновения отбросила в столб. Пострадали 3 человека, оба водителя и пассажир «Лады». Рамиль Шайдуллин с подробностями происшествия. Я сам сознание потерял, самого в чувство приводил. Момент аварии помнит плохо, рассказывает 22-летний водитель Тойоты Камри. Его автомобиль после столкновения с «Ладой» отбросило в металлический столб, на котором крепился дорожный знак. Молодой человек убежден лишь в одном – авария произошла не по его вине. Отсюда двигался вот на этой машине, а тот на красный свет летел. По предварительным данным, Тойота двигалась по улице Деловой в сторону Боруди. «Лада» ехала по улице Краснококшайской в сторону Фрунзе. Со слов водителя иномарки, «Лада» на высокой скорости вылетела на перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем и спровоцировала аварию. 35-летний водитель 14-й получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лица. Его 22-летняя пассажирка ушиб головного мозга легкой степени. Их доставили в больницу. Водитель «Тойоты» ушиб мягких тканей теменной области. От госпитализации он отказался. Говорит, что его правоту могут подтвердить очевидцы. Очевидцы есть, они куда-то отошли, сейчас должны подойти очевидцы. Сейчас выяснить, кто же проехал на красный свет и по чьей вине произошла авария, предстоит уже автоинспекторам. Рамиль Шайдуллин, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. А на пересечении Горьковского шоссе и улицы Можайского не смогли разъехаться «Лада Калина» и «Шкода», только приехавшая в Казань из Москвы. При столкновении пострадал ребенок, что находился в салоне отечественного автомобиля. Елена Веселова узнала, как все произошло. Ребенок у меня немножко пострадал, на живот жалуется. Водитель «Лады Калины» рассказывает, он посадил сына на переднее пассажирское сиденье в детское кресло. Мужчина уверен, что именно специальное удерживающее устройство и уберегло 5-летнего мальчика от более серьезных травм. Не заметил, говорит. В потоке шел, не заметил. В потоке на красный сигнал? Ну, видно, так объясняет, да? Добавляет, что все произошло довольно быстро и среагировать в экстремальной ситуации он просто не сумел. Двигался в сторону улицы Можайского, пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора, рассказывает мужчина. «Шкода» тем временем ехала по Горьковскому шоссе и тоже выехала на перекресток, невзирая на то, что ей горел красный. Девушки, я не обязан вам отвечать. Сам же водитель иномарки от каких-либо комментариев отказался. Он и пассажирка «Шкоды» только приехали в столицу Татарстана из Москвы. И до этой аварии проехали более 800 километров. Степень виновности каждого из водителей установят теперь сотрудники автоинспекции. Елена Веселова, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. Под колеса «Лады» 99-й модели на проспекте Ибрагимова попал 13-летний подросток. Наезд произошел на пешеходном переходе. По словам 27-летнего водителя автомобиля, ребенок на проезжей части оказался неожиданно. Он выехал на велосипеде на красный сигнал светофора. Мужчина рассказал Фейрузе Мазитовой, что он сделал все, чтобы избежать столкновения. Ушиб руки, ноги. Рад, что ребенок не получил серьезных травм, говорит мужчина. Полностью остановить машину не удалось, но считает, что предпринятые попытки снизить скорость и объехать 13-летнего подростка, выскочившего на дорогу, смягчили удар. Тормозил, как при обычной ситуации экстренное торможение. Ехал на зеленый свет, выехал парень на красный свет, сбил. Мужчина рассказывает, двигался по улице Ибрагимова в сторону центра. Выезд юного велосипедиста на зебру был полной неожиданностью. Пешеходом горел красный. Все стояли в ожидании разрешающего сигнала, а подросток буквально из толпы вынырнул на проезжую часть. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи, осмотрев ребенка с предварительным диагнозом ушиб правой голени и ссадина правого локтевого сустава, забрали его в больницу для более тщательного обследования. Фейрузе Мазитова, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. На улице Мулланура Вахитова столкнулись автомобиль Саанг-Йонг и мотоцикл. В результате столкновения байкер рухнул на дорогу и был травмирован. А его транспортное средство выполнять свои первостепенные задачи больше не может. Альбина Минибаева поговорила с обоими участниками аварии. Мотоцикл сейчас не на ходу.
Что с ним, я сейчас не могу сказать. Кажется, что водитель байка больше переживал не за собственное здоровье, а за техническое состояние железного друга. Мотоцикл после столкновения с иномаркой потерял способность передвигаться самостоятельно. Сам же водитель байка получил многочисленные ссадины и ушибы спины. Но от госпитализации молодой человек отказался. Да, конечно. Только она, да, наверное, спасла. Можно сказать, да, благодаря ей. Как рассказывает мотоциклист, он двигался по улице Муланура-Вахитова, как вдруг иномарка, что ехала параллельно с ним, решила перестроиться в его ряд, после чего и произошло столкновение. Водитель автомобиля рассказал свое видение причины происшествия. Я выезжал со стоянки метро, пропустил основной поток машин, потом, значит, выехал там где-то, был зазор метров где-то примерно 100 машин, МАЗ шел. Я перестроился, выехал на 4-ю полосу. МАЗ, который сзади шел меня, там, он перестроился на 3-ю полосу. И в это время, когда там полос тоже машина, вдруг почувствовал удар, и все. Удар оказался довольно сильным. Иномарка в результате столкновения потеряла передний бампер. Водитель не пострадал, а мотоцикл покинул место происшествия на эвакуаторе. Альбина Минибаева, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. Заместитель главного судебного пристава Татарстана Сергея Плющева Советский суд Казани сегодня отправил под домашний арест до 15 сентября. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. Суд согласился с ними частично. Сергея Плющева подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, старшим судебным приставом Советского района Плющий для завышения показателей работы неоднократно давал приставам-исполнителям незаконные указания об окончании без каких-либо законных оснований исполнительных производств, взыскателем по которым выступало отделение пенсионного фонда. Алина Глухова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, сегодня рассказала пострадавшим, как так получилось, что они остались без отдыха и денег. Сегодня в Вахитовском районном суде прошли прения сторон. Напомним, 31-летнюю Алину Глухову обвиняют в присвоении средств 35 клиентов туристического агентства. Общий ущерб составил 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подсудимая уверяет, что умысла присваивать деньги у нее не было. Говорит, вину признает только в том, что неправильно вела бизнес. Но сказать, почему люди не поехали на отдых и куда ушли деньги, сейчас она не может. Обманутые клиенты ей не верят и просят суд о максимально строгом приговоре. Где-то в течение 2 месяцев подсудимая просто водила за нос, кормила обещаниями. Поэтому я склоняюсь к тому и прошу, уважаемый суд, наказать подсудимую по всей строгости закона. Сама же подсудимая деньги обещает вернуть. Правда, не сразу. В случае, если суд посчитает возможным назначить мне наказание условно, меня готовы взять на хорошую зарплату, где основную часть, большую часть, да, я буду отправлять и потерпевшим. Полицейские задержали подозреваемого в кражах из аптек в Казани. В правоохранительные органы обратились сотрудники нескольких точек продажи лекарств с заявлениями о пропаже денег из служебных помещений и предоставили съемки с камер наблюдения. Подозрения пали на 28-летнего жителя Волгограда. Следствием уже установлена его причастность к 4 преступным эпизодам. Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Динара Камалова с подробностями. Первая серия аналогичных заявлений в полицию поступила от сотрудников аптеки, расположенной в Новосавиновском районе. По словам персонала, неизвестный незаконно проник в служебное помещение и похитил деньги – 22 тысячи рублей. Все сняла камера видеонаблюдения. В марте этого года с похожими сообщениями в отделы полиции обратились представители и других аптек города. Проведенный анализ показал, что во всех случаях злоумышленник действовал по заранее спланированному сценарию. В аптеках он под видом обычного покупателя рассматривал витрины и якобы выбирал товар. Пока сотрудник заведения занимался обслуживанием клиентов, злоумышленник незаметно проникал в служебное помещение и за считанные минуты похищал деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате полученной оперативной информации сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Для его задержания оперативники выехали в служебную командировку в город Волгоград. В ходе допроса злоумышленник признался в совершенных преступлениях и возместил причиненный материальный ущерб. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Динара Камалова, Сергей Хадаеров, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.